Добрый вечер. В республике 18:00 и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Цхавребова. И сейчас коротко о главных темах. Итоги подведены. В Южной Осетии проголосовало 9 тысяч российских граждан. Национальные танцы в Цхинвале вновь будут проходить вечера Ирон-Каст. Международный конкурс «Битва танцоров» ансамбль «Скиф» стал обладателем гран-при. Изменится ли что-то в политике главного финансового учреждения республики с приходом нового главы? И как это отразится на жизни обычных жителей Южной Осетии? Когда безналичные платежи уже станут привычным делом в нашей республике и расширится ли сеть банкоматов? Узнаем об этом из репортажа нашего корреспондента Розы Тедеевой. Вновь назначенный председатель Национального банка Жанна Джоева приступила к выполнению служебных обязанностей. Она не понаслышке знает работу изнутри, хорошо знакома с коллективом. Ведь до назначения на должность руководителя Сбербанка 7 лет проработала в главном банке страны. Банковская система налажена, по словам Жанны Джоевой, существенных изменений политика ведомства не претерпит. Как таковых проблем глобальных в банке нет. Есть, конечно, вопросы, которые необходимо решать, и я думаю, что мы будем это все решать вместе с коллективом, и будем уже тогда определять, какие задачи у нас стоят на первом месте и какие вопросы мы будем решать. Председатель Национального банка уверена, что для совершенствования банковской системы, учитывая современные реалии, необходимо переходить на безналичные платежи. Сегодня в республике действует карточная платежная система «Золотая корона», однако необходимо расширить ее функционал. Республика, конечно, я считаю, что она должна перейти на безналичные расчеты. Для этого для начала надо перевести весь бюджет на карточную систему, а чтобы карточная система она была востребована, необходимо, конечно, повышать ее функционал. Через карту можно будет оплачивать какие-то товары, услуги, можно будет переводить с карты на карту. То есть карты, они будут с теми же функциями, с которыми российские карты. Конечно, это очень кропотливая работа, она требует финансовых, кадровых, временных затрат. Мы будем работать над этим. Помимо усовершенствования карточной системы платежей, в планах руководства Национального банка расширить сеть банкоматов по республике. Их нехватка ощутима. Зачастую, особенно во время получения заработной платы, пользователи испытывают неудобства. Приходится стоять в очередях. Уже побывали в городе Квайса, предусмотрели место, где будет стоять банкомат. Банкомат в Лениногор уже установлен. Сейчас идет обустройство места для установления банкоматов в Снорском районе. То есть он тоже в ближайшее время, скорее всего, мы его установим, и он будет обслуживать население. Что касается города, да, действительно, во время заработной платы, конечно, бывает проблематично снять свои деньги, поэтому я думаю, что в городе мы тоже будем расширять сеть банкоматов и будут устанавливаться банкоматы в разных районах. Касаясь предоставления кредитов, политика финансового ведомства остается неизменной. Кредитование четко регламентировано. Как и прежде, Национальный банк выдает кредиты исключительно под залоговое имущество кредитным организациям, юридическим лицам и сотрудникам банка. Роза Тедеева, Аида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. Более 9 тысяч граждан России, проживающих в Южной Осетии, выразили свою гражданскую позицию и проголосовали по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сегодня в посольстве России рассказали об итогах прошедших выборов. С 25 июня в Южной Осетии проходило досрочное голосование. По окончательным данным, 87% российских граждан поддержали внесение изменений в основной закон России. Всего были открыты 3 участка, один в посольстве Российской Федерации в Южной Осетии и 2 на территории 4-й российской военной базы для военнослужащих и их семей.
Учитывая то, что ни на одном из участков не было зафиксировано ни одного нарушения, все проходило довольно-таки спокойно, то мы максимально хорошо оцениваем работу комиссии, все справились на отлично, и Москва тоже дала нам положительную оценку всей нашей работе. День голосования у нас на участке, здесь в посольстве, присутствовали 2 наблюдателя из «Единой Алании», так как на базе 4 тоже было 2 участка, но туда наблюдатели не заехали, не посещали, они были только на нашем участке в посольстве. Также положительно оценили работу, и никаких замечаний не было. В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра на сегодняшний день нет ни одного пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Все больные выздоровели. Об этом сообщила заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. Проведенные в выходные в ПЦР-лаборатории 70 тестов показали отрицательный результат. Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находится 236 человек. Из них в медучреждении республики 159. Продолжаем выпуск. В республике проходят плановые учения военнообязанных граждан, находящихся в запасе. Мобилизационная подготовка продлится до 10 июля. Она включает в себя стандартный комплекс мер, который применяется в большинстве стран мира. Мобилизация необходима для поддержания на должном уровне обороноспособности государства. Сборы уже проведены в городе Квайса, в поселках Дзау, Дменис и Тинагар. Посмотрим сюжет. С 29 июня по 10 июля Министерством обороны Республики Южная Осетия проводятся плановые учения по оповещению и сбору граждан, пребывающих в запасе вооруженных сил на военное время. На основании указа президента Республики Южная Осетия о призыве граждан, пребывающих в запасе в 2020 году в целях повышения боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил, на основании приказа министра обороны проведено оповещение и сбор граждан, пребывающих в запасе. К этому мероприятию привлечены органы военного управления Генерального штаба, стрелковой бригады, администрации районов и сельских поселений, военные комиссары и сотрудники отделов внутренних дел районов. Итоги этих сборов, соответственно, будут подведены по их окончании. Из граждан республики, призываемых в ходе сборовых мероприятий в соответствии с их предназначением, комплектуются формируемые подразделения стрелковой бригады Министерства обороны ежедневно по одному подразделению. Сборы приписного состава в настоящее время проведены в городе Квайсе и поселке Дзаудзавского района, поселке Дменис Цхинвальского района и поселке Цинагар Ленигорского района. Напомним, что сборы с приписным составом также проводились в 2018 и 2019 годах в связи с совершенствованием работы по повышению мобилизационной готовности республики. Мобилизационная подготовка – это стандартный комплекс мер, который применяется в большинстве стран мира и необходим для поддержания обороноспособности государства на должном уровне. К военнообязанным гражданам относятся лица мужского и женского пола с 18 лет, зачисленные в запас или состоящие на воинском учете. В паспорте таких людей ставится штамп «военнообязанный». Инга Чухоева, Сергей Кочев, Руслан Утаев, Алан Схавребов. Специально для ГТРК ИР. Гранаты, противотанковые мины, снаряды, минометы. Саперы поисково-спасательного отряда МЧС Южной Осетии передали первой Цхинвальской школе учебные взрывоопасные предметы. Они будут находиться в школьном музее, чтобы дети смогли наглядно ознакомиться с каждым из предметов и в случае обнаружения подобных находок могли себя обезопасить. Для этого в школьном музее будут проводить специальные ознакомительные уроки. Учащимся расскажут об опасности, которую представляют подобные предметы. Ведь даже сегодня, в мирное время, бывают случаи, когда жители нашей республики сталкиваются с опасными находками. Поэтому дети должны знать, как вести себя в таких ситуациях. К другим темам. Оценили мастерство танцоров. Ансамбль национальных танцев «Скиф» стал обладателем гран-при международного конкурса «Битва танцоров». Членов жюри покорило исполнение хонга, сирга и танцы с кинжалами. И это уже не первая победа юго-осетинского коллектива. Наш корреспондент Агунда Губозова расскажет подробности.
Ансамбль «Скиф» из Завского района стал обладателем гран-при и лауреатом первой степени в международном конкурсе «Битва танцоров». Конкурс проходил в онлайн-режиме. «Скиф» представил на суд жюри 3 танца – хонга, сирга и танец с кинжалами. Конкурс проходил в городе Сочи в онлайн-режиме. 3 этапа. В первых 2 ансамбль «Скиф» стал лауреатом первой степени, а уже в финале за танец с кинжалами взяли гран-при конкурса. Глава Завского района Андрей Джиоев поздравил юных танцоров с победой и отметил, что они будут создавать достойные условия для развития подрастающего поколения. Художественный руководитель ансамбля Альбина Санакоева выразила благодарность главе района за внимание и поддержку. Она заверила, коллектив будет и впредь стараться держать высокую планку. Марат Санакоев с детства занимается танцами, не раз становился участником танцевальных конкурсов и фестивалей, как на территории Южной Осетии, так и за ее пределами. Мечтает стать профессиональным танцором и представлять нашу страну на международных фестивалях на высоком уровне. Я уже 2-й раз участвую в подобных конкурсах. Мне это очень нравится. Я люблю танцевать. Танцевал даже, когда был совсем маленьким. Очень надеюсь, что стану профессиональным танцором. В прошлом году «Скиф» занял 1-е место во всероссийском конкурсе юношеского и детского творчества «Радуга талантов». Агунда Губозова, Ляна Тедеева и Рана Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. Молодежь Южной Осетии с нетерпением ждет традиционных летних вечеров с национальными танцами «Иронкаст». Из заведенных ранее ограничительных мероприятий в республике они начнутся только сейчас, с завтрашнего дня, и будут проходить каждую неделю. Поучаствовать может любой желающий. Наш корреспондент Стелла Бязрова расскажет подробности. В Цхинвале 7 июля пройдет первый в этом году традиционный вечер национальных танцев «Иронкаст». Молодежь республики сможет продемонстрировать красоту осетинских танцев и просто отдохнуть от привычной суеты. Как отметил руководитель управления культуры городской администрации Игорь Тасоев, мероприятие планируют проводить еженедельно до конца лета. Эта неделя, начиная с завтрашнего дня, то есть 7 июля, Управление культуры, молодежи и спорта города Цхинвал проводить будет вечерние вечера отдыха. Начало в 19 часов 30 минут. Значит, это будет состоять из «Иронкаст», осетинские танцы. Будут несколько номеров, где будут принимать участие те, которые занимаются этим делом профессионально. Ну а дальше, я думаю, наш народ, наша молодежь очень активна. Они тоже будут принимать участие в этом народном хореографическом движении. После этого дискотека для молодежи. Вечера танцев будут украшать своими выступлениями звезды юго-осетинской эстрады. По словам Игоря Тасоева, для представителей старшего поколения республики предусмотрена отдельная программа. Можно будет послушать живую музыку в исполнении талантливых музыкантов нашей страны. Мы будем также проводить вечера советской эстрады. В это же время, или во вторник это будет проходить, или в пятницу, будет живое исполнение советских песен. Все это действие будет проходить в Пионерском парке. Я думаю, что будет весело, зажигательно. Мы ждем всех наших родных, наших соотечественников, горожан города-героя Цхинвала. Мы приглашаем и молодежь нашего города, и тех, которые, скажем так, родились в советское время. Для молодежи будут организованы различные спортивные состязания и викторины. Тасоев отметил, что молодежь всегда принимает в них активное участие. Единственная маленькая такая междустрочная подсказка для молодежи нашего города. Мне очень хочется, что когда будет «Иронкаст», чтобы наши красавицы были в платье. Вот не в спортивном одеянии, а именно в платье, потому что все-таки грация осетинки, она в платье смотрится. Вечера отдыха мы будем проводить не только для молодежи и старшего поколения, но, конечно же, и для младшего поколения тоже. И для, потому что некоторые приходят со своими детьми, родители. И, конечно, с детьми будем проводить какие-то игры, маленькие подарочки будут получать. Но, я думаю, они более активны в движении, поэтому через детей мы будем находить путь дорожки родителям. Вечера национальных танцев «Иронкаст» стали традиционными. Уже несколько лет подряд с приходом лета их организовывает Управление культуры городской администрации. В этом году из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер развлекательные вечера начнутся со 2-го месяца лета.
Стелла Бязарова, Азамат Кудиев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Далее в нашей программе прогноз погоды на завтра. В республике будет ясно. В Знаурском районе днем плюс 32, ночью плюс 20. В Заурском районе днем 31 градус тепла, ночью 16. В городе Квайса днем плюс 26, ночью плюс 15. В Ленигорском районе днем плюс 32, ночью плюс 19. В столице республики в Цхинвале днем 32 градуса тепла, ночью 19. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Мы работали в прямом эфире. Я, Ольга Цхавребова. Благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания.